Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько влияет качество подготовки кадров на развитие региона? Ну, насколько, я не знаю, в процентах я вам не скажу, конечно, насколько оно влияет. Но вообще-то, ну, это не только Республика Бурятия, это даже не только российская история на самом деле, а в современном мире от того, какие мозги, зависит практически все. А мозги, ну, есть, конечно, природная составляющая, там вкладывает то ли Господь Бог, то ли родители какие-то мозги вкладывают. Но в основном-то они формируются и развиваются в процессе образования, в процессе обучения. Не случайно основной капитал развитых стран, он вообще-то не в железе, а он именно в мозгах. И выкачивают они со всего мира тоже, ну, конечно, ресурсы выкачивают там природные, но главное, они выкачивают мозги. И на этом они, монополизируя мозги, монополизируя интеллект, они практически создают себе на многие десятилетия вперед задел. Поэтому от того, как мы учим, чему мы учим, какие возможности мы потом даем развиваться тем, кого мы учим, зависит, ну, практически все. Можно, конечно, там умничать, пытаться там, составить какие-то регрессии, там, посчитать эластичности, вот на каждый рубль, который вложили в университет, столько-то вы получили, но это, знаете, это, в общем-то, такие арифметические упражнения в значительной степени. В философском смысле, с точки зрения вообще смыслов экономических, все делается университетом. Он закладывает основу. Кого он подготовил, и даже не то, как хорошо он, хотя это очень важно на самом деле, как хорошо он научил чему-то, конкретной профессии, а какой цивилизационный базис, какое умение работать с информацией, насколько люди умеют творчески развивать ту информацию или интерпретировать ту информацию, которую они получают, которая рассыпана вокруг них. От этого ведь все зависит. А это то самое, что называется хорошим образованием. Вот есть хорошее ремесленничество, ну, можно хорошо что-то уметь делать руками, делать стандартные вещи какие-то. А есть хорошее образование, когда человек может быть даже не дока в каких-то конкретных знаниях, но он в принципе настолько гибок в связи с тем, что у него хорошо развиты мозги, у него очень хорошо развита система ориентации в информационном пространстве, у него прекрасно развита очень гибкая система комбинации различных видов информации, предвидение, это очень важно, он может предвидеть, что будет происходить в результате организации этой информации, и это получает такой выхлоп, такой результат чисто практический, который, ну, измерить какими-то такими унылыми показателями, там, типа доля того-то в том-то, в принципе нельзя. В принципе нельзя. Поэтому вот чего не жалеют на самом деле, скажем, успешные экономики, успешные страны, они не жалеют денег на две вещи. Они не жалеют денег на хорошее образование, и они не жалеют денег на поддержку наиболее организованных, выдающихся ученых и мозгов, которые выходят из этого образования. На этом экономить нельзя. Это почти как с армией. Не хотите содержать свою армию, будете содержать чужую. Не хотите как бы платить за хорошее образование, тратить на нее деньги. Не хотите тратить деньги на науку, потому что это связанные очень вещи. У вас нет науки, у вас не будет хорошего образования, в принципе.
Ну, оно продержится какое-то время, потом как бы устареют люди, которые что-то знали, а новых людей у вас уже нет, потому что они приходят из науки. И вы пойдете по миру с протянутой рукой, собирая технологии, собирая знания, собирая возможности предвидения ситуации. Если вы не предвидите ситуации, а как вы будете на них реагировать? У вас будет вечная, чрезвычайная ситуация. Вечная. Вот одна кончилась, другая началась. Вот как сейчас работает правительство. У вас будет все сыпаться с неба, у вас все будет проваливаться под землю. И можно еще вопрос, а как вы считаете, у Бурятии высокий потенциал в Дальнем Востоке в плане образования? Ну, если судить, я не эксперт вообще в области образования совсем, ни в области самого образования, ни в области экономики образования. Это просто не моя специальность, я этим специально не занимаюсь. Но А как у субъекта вообще? я просто могу примерно сравнивать. Я неплохо знаю, ну, в своей области, конечно, я не могу говорить, что там в химии делается, что там в физике делается, но общий уровень образования. Вот федеральный университет, скажем, Дальневосточный федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет, ну, не федеральные, но в принципе тоже хорошие большие университеты. Тихоокеанский университет в Хабаровске, значит, еще есть вот университет большой во Владивостоке экономики и сервиса. Есть Амурский госуниверситет, Благовещенский, вполне пристойное учебное заведение. И вот сейчас мы ездим здесь в Забайкале, вот мы познакомились, вчера только были в Забайкальском госуниверситете. Вот я у вас, ну я был тут уже, это в Чите я первый раз в университете, здесь-то я не первый раз. Я должен сказать, что Забайкалье, ну и Бурятия, и Забайкальский край, с экономической точки зрения, с точки зрения социальных стандартов, ну, если сравнивать с так называемыми старыми субъектами Дальневосточного округа, вот той девяткой, которая раньше была, они, конечно, находятся в таком догоняющем состоянии. Но это исторически сложившаяся вещь. С точки зрения уровня, вот, по крайней мере, университетского образования, я не могу говорить вообще про весь цикл образовательный, но с точки зрения уровня университетского образования, я не могу сказать, что здесь есть какие-то существенные разрывы. Я не могу однозначно сказать, что он такой же, или он кого-то там опережает. Ну, для этого нужно очень глубоко во всем разбираться. Но общая моя оценка такая, что эти университеты находятся на хорошем, таком окружном, во всяком случае, уровне. А я должен сказать, что хорошие университеты, в том числе те, которые я перечислил, в федеральном округе, вот у нас, которые находятся, ну, я хорошо знаю ситуацию в ряде отраслей в Москве, значит, в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибирске. Это конкурентоспособная среда на самом деле. То, что отсюда уезжает молодежь, в том числе и та, которая должна была бы поступать в эти университеты, уезжает туда, это не история с образованием. Это не потому, что образование хуже. Это совсем другие причины, гораздо более общие. Экономические, социальные, их много на самом деле.